Давай Конечно. поговорим про политическую судьбу Виталия Кличко. Вот вроде бы он вел себя все это время тихо, спокойно, да? Ну, была стычка с Зеленским сразу, потом как бы ровненько. При Порошенко он тоже ровненько себя вел, за границы своих полномочий, ну, так, я полагаю, не выходил, да? И вот он получает такую поддержку, после которой, как бы, ну, трудно к нему прикапываться. Да и даже я бы не советовал никому сейчас его сильно ругать из политиков властных, потому что это будет выглядеть, ну, странно, да, ну, в Ну, первом войско туре. на слона, да. Ну вот я не подожди, ты у нас журналистка, публицистка, я вот вот таких аллегорий не употребляю, но просто мне интересно, тут как с этим быть теперь? То есть если теперь его, ну, грубо говоря, пытаться его власть ограничить, да, это будет воспринято еще хуже будет, мне кажется. Ты знаешь, я на самом деле не думаю, что будет ограничена его власть и не Конечно, будут не будет. предприниматься такие попытки. Сейчас его задача выстроить большинство в свою пользу в Киев Совете. Ну вот оно, смотри, Вот, да? ну, чтобы ЕС набирает большинство, но там у них разница с ударом буквально 600 голосов. То есть, Смотри, если ЕС плюс удар, да, то у них 61 голос. да. Это больше половины, все. Но я думаю, что на самом деле так и будет. Ну, Вопрос просто в конечно. том, что ты сказал, что он себя тихо вел при Порошенко. Дело в том, что Петр Алексеевич, мы помним, что в 2014 году был заключен так называемый Венский пакт, Ну, когда он уступил Порошенко баллотирование в президенты. И одним из условий этого пакта было то, что список в парламент, удар и ББП разделят 50 на 50. Ну, когда Петр Алексеевич кому-то что-то обещает 50 на 50, в лучшем случае это заканчивается 70 на 30. И дальше, 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 дальше. Он не хотел его поддерживать при выдвижении на президентскую должность повторно, мгм. Кличко Порошенко, я имею в виду. Он резко перед съездом за день упал, повредил спину и, в общем, не приехал на съезд. Но в последнюю минуту как-то так очень странно включился по скайпу. Но это так выглядело, что лучше бы он даже по скайпу не включался. Вот. Поэтому там, конечно, свои высокие отношения, но я думаю, что все-таки ситуативный союз они Ну, заключат. как бы любит, не любит, но... Жениться придется. Ну, то есть, Я думаю, смотри, они просто сейчас поменяются местами. Просто то Порошенко в этом союзе доминировал, а теперь будет Виталий. В вот, принципе, это где-то даже и справедливо. ну, как, типа, компенсацию унижения, да? Ну, типа того, это ты сказал, я такого Да не, не ну, то говорила. есть, исходя из того, что я же не наблюдаю за этим Да. пристально. Но смотри, ну, я уже начал так думать, а почему бы тогда господину Кличку не замахнуться на пост президента? А я думаю, что, возможно, он к этому и присматривается, но просто сейчас, вот исходя из осени, октября 2020 года, слишком рано об этом говорить. Мгм. И любой, кто будет на это сейчас замахиваться, это шарлатанство на самом деле. Более того, я думаю, что децентрализация и эти местные выборы закончатся одним из серьезных, далеко идущих последствий будет то, что из среды региональных лидеров могут выделиться новые общенациональные лидеры. Которых давно не было. Да, и Да. это не те очевидные фамилии, которые сейчас на плаву. Ну, например, там вот Филатов, да, как Мгм. бы. Не потому, что он там плохой или хороший, нет. Я просто говорю, что вот его фамилия, она на слуху, Но да. фигура мощная. Фигура очень мощная, да. Я имею в виду, что это будут люди, которых мы, возможно, сейчас, невозможно, А мы с тобой сейчас этих фамилий как не они знаем. станут известными всему украинскому народу? Это зависит уже от того, что Мгм. будет происходить в стране.